Игнатулла Белелединов творит чудо в Акбарсе прямо сейчас. Клещевой энцефалит. Что об этом нужно знать и как себя уберечь? Посевная 2023 на 3 недели раньше срока и полные закрома хлеба. Что делать? Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире «7 дней» в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Финал будет отменный. Отменный. И все решится в тренерской дуэли. Это безумно интересно. Финал это круто. Это все, ради чего мы пришли в хоккей когда-то. Феномен Акбарса. Как шли к финалу и как Биллу удалось совершить волшебство. На сегодня у нас уже 324 укуса. Участок покраснения увеличивается по краям. Это называется мигрирующая эритема. Атака на 3 недели раньше срока. Укусы клещей, геморрагическая лихорадка. Пора бить тревогу. Сегодня настало то время, которое призывает, просто обязывает нас подумать о том, что у нас по-настоящему вечно. У нас у каждого есть шанс еще раз подумать над всем, что мы, кто мы, чем мы занимаемся, как мы относимся вообще к людям, к ближним. Праздников праздник. Православные отмечают главный христианский праздник – Воскресение Господне. Вы знаете, сегодня мы решили сломать привычную верстку нашей программы и начать ее со спорта. Наверное, вы удивились и спросите, почему. А потому что в последнее время наблюдается дефицит положительных эмоций, а регбисты Татарстана, и не только они, решили нам их подарить. Казанская «Стрела» стала серебряным призером чемпионата России по регби-7. На самом деле это грандиозный успех. Это произошло впервые в истории этого вида спорта в Татарстане. Но справедливости ради отметим, в 1993 году команда «Стрела», которую тренировали тогда Алексей Песошин, сегодня премьер-министр, и Александр Салтеев, выиграла Кубок России по регби-лиг или регби-13. Не вдаваясь в детали, поясню, это другая разновидность регби. А в 1995 году «Стрела» стала чемпионом России по регби-лиг, после чего удерживала лидерство еще 5 лет. И вот теперь наша команда – серебряный призер чемпионата России по регби-7. Славные традиции продолжаются. Взобраться на спортивный подиум – великое достижение. Но еще сложнее – оставаться на нем на протяжении многих лет. Секретом успеха могут поделиться татарстанские лыжники. В 6-й раз в своей истории и 5-й сезон подряд сборная Республики Татарстан стала обладателем Кубка России. Как отметил президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев, по-татарски 6 «Алты» и «Золото Алтын» созвучны. Получается «Алты Алтын». Шестикратная золотая команда страны, наши лыжники. Давайте порадуемся вместе с нашими потрясающими спортсменами. Нам сказали, вот это Орда, вот это флаги, вот это вот. Мне кажется, вас, говорит, вот это все вдохновляет. Без болдрабас мы можем, мы вместе. Лыжники Татарстана все чаще приучают друзей-соперников к этому знаменитому своему лозунгу «Без болдрабас мы можем». Все громче и отчетливее звучит в Тюмени, Красногорске, Хакасии, Сыктывкаре и здесь, в Кировске и Мурманской области, на этапе Кубка России, где должен определиться победитель в командном зачете. Кто им станет, на самом деле большой интриги нет. Сборная Татарстана с большим отрывом идет на первом месте, поэтому в словах президента Федерации лыжных гонок Республики Ильшата Фардиева есть и гордость, и чувство удовлетворенности от хорошо проделанной работы. Лыжники Татарстана и ребята и девушка очень сильные. Мы этим гордимся. Это наше достижение, это достижение всей команды. Так что мы приехали за кубком. 3, 2, 1! Республика Татарстан! В 6-й раз в истории и в 5-й раз подряд Кубок России достается сборной Татарстана. У спортсменов принято говорить: стабильность – признак мастерства. И в данном случае мастерство – это не только самих лыжников. У нас действительно в этом сезоне подобрался очень сильный, можно сказать, звездный состав, но и тех, кого принято называть сервисменами. Большой штат обслуживающего персонала, администраторы, техническая служба, массажисты, врачи. Все те, кто отвечает за подготовку лыж и, конечно, болельщики. Татарстан Алга подбадривает наших спортсменов на трибунах. Друзья, соперники уважительно шепчутся. Татары опять привезли мощную команду. И как с ними бороться?
Известный лыжник, олимпийский чемпион Калгари Михаил Деветьяров не без восхищения замечает: команду из Республики Татарстан всегда слышно и видно. Команда Татарстана выделяется, конечно, всегда. Самое главное, клуб болельщиков с флагами. Всегда болеют за своих, кричат. Какие мы желаем, куда мы хотим сборы, все выполняется. Спасибо Фардееву Ильшату Шейховичу за огромную поддержку, помощь финансовую, моральную. Больше всего я благодарен тому, что когда у меня были какие-то проблемы, меня поддержали. И сейчас я с радостью показываю хорошие результаты. Мы одна большая команда, и мы поддерживаем, мы делаем все, что мы умеем, и это очень здорово, что так получается, и это заряжает всех. В сборной Татарстана собрались сегодня самые честолюбивые и амбициозные лыжники и лыжницы России. Успех в командном зачете Кубка страны для многих важный, но уже пройденный этап. Каждый из них мечтает добиться результатов и в личном зачете, побороться с нашими корифеями Большуновым и Непряевой. Расцениваю свой сезон на 4, но тренер дал оценку 3, сказал, что есть к чему стремиться и много работать. Есть к чему стремиться и казанской стреле, хотя нынешний результат на чемпионате России по регби-7 можно расценивать и как прорыв. Год назад казанцы были только 4-ми, в этот раз сразу стали серебряными призерами. Девиз нашей команды «Ур-Бас», что в переводе с татарского «Коси и дави». Эти кадры были сняты в Сочи. Здесь казанская команда, одержав победу над регбистами из Подмосковья и Санкт-Петербурга, уступив лишь пензенскому «Локомотиву», взяла заслуженное серебро чемпионата России. И не в классическом регби, а в регби-7, более сложной его разновидности. Раз, два, три. Сами спортсмены благодарят как болельщиков, так и руководство республики за всестороннюю поддержку. Без их поддержки, понятное дело, что этого ничего не было, потому что все это требует определенные ресурсы, и благо эти ресурсы работают, дают результат. В конце концов, всегда тяжелый труд вознаграждается. И в этом году, пусть он вознаградился 2-м местом, я думаю, в следующем году мы будем чемпионами. Впереди небольшой отдых и снова на тренировочную базу игроки начинают готовиться к матчу с Енисеем. Таковы спортивные будни. Успех, короткое мгновение счастья, а за ним игры, тренировки и тяжелый и честный труд. Тимур Бекмурзин, Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов и Роман Фенин. 7 дней. О спорте мы еще поговорим, а сейчас о других рекордах, погодных. В этом году мы столкнулись с невиданным доселе природным явлением. В конце марта и в начале апреля несколько дней подряд обновлялись рекордные значения температуры воздуха. Почти 17 градусов было 3 апреля. Старые поговорки уже не работают. Помните? Марток, одевай двое порток. Апрель, зазвучит капель. Теперь будут другие поговорки. Марток, уже можно ходить без порток, а в апреле жара, уже сеять пора. За последнюю неделю эта тема дважды обсуждалась в правительстве республики. Президент моего сердца Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение в сжатые сроки качественно провести полевые работы. Но погодные катаклизмы в этом году не единственное испытание для работников сельского хозяйства. Аграрии начинают ощущать на себе последствия экономической войны, которую ведут против нашей страны западные державы. И это касается не только подготовки техники, трудностей с запчастями и так далее. Серьезная проблема, как ни парадоксально это звучит, до сих пор заполнены предыдущим большим урожаем закрома. И, соответственно, так и оставшиеся на крайне низком уровне цены на хлеб, что влечет за собой целую вереницу болезненных вопросов. На кону благосостояние и крупных агрохолдингов, и фермерских хозяйств. Татьяна Тимошенко продолжит. Ранняя весна обрушилась на поля, выскочила солнцем, высушила в пыль землю, оставив под ней тяжелую влагу. Времени нет, сроки на посевную оказались сжаты. Мы работаем с утра до вечера, 2 смены. Ну, давайте тогда поедем. Давайте. Настроение хорошее. В этом году погода позволяет. Земля сухо, хорошо работаем. Напарник у меня зять. Я тем работаю. В 6 утра начинаю работать. 6 утра. Работаю до 6 вечера. 12 часов.
Ночью тоже работаем в 7. Вот у меня напарник, я в 6 вечера приходит, до 6 утра работает. Бортовой компьютер беспрерывно подает сигналы. Двигаемся слишком медленно. На 7 километрах в час успокаивается и показывает идеальную геометрию движения. В этом году земля тяжелая? Да, тяжелая. Ну, сухо, но тяжелая. Скорость – это выполнение плана, зарплата конкретного работника и возможность переброски техники на другой участок. Непривычный термин – энергонасыщенный трактор. Этот тип называют флагманом современного сельского хозяйства. Сотни лошадей под капотом позволяют снизить затраты и, опять же, сэкономить время. Этот агрегат делает сразу 5 операций, значит, и у него предпосевная обработка есть, у него и внесение отдельных минеральных удобрений, в этом случае аммиачный селитр. Потом идет уплотнение почвы, после уплотнения почвы идет сев зерновых культур, в этом случае ячменя. После ячменя идет уже прикатывающие катки, сразу прикатывание делает. Вот этот агрегат у нас универсальный. Но труд человека на земле по-прежнему на вес золота и практически в буквальном смысле. Самый главный у нас механизатор, самый главный, а потом уже, как говорится, техника. Если механизатор хороший, техник будет работать. Но запчасти на импортную технику у нас очень подорожали в этом году. Технику смогли подготовить, запчасти, удобрения, семена и ГСМ в достатке, поступают без перебоев. В общем, для республики посевная кампания подорожала и обойдется более чем в 37 миллиардов рублей. Но цены на зерно при этом упали по сравнению с апрелем прошлого года на 20, а то и на 28%. Рекордный сбор лета 2022 года обрушил цены, экспорт оказался затруднен, часть большого урожая так и осталась в закромах. Переходящий запас у нас в пределах 1 миллиона тонн остается. Это тоже такой вопрос. Сегодня мы занимаемся поиском и реализацией зерна. В 2022 году в Татарстане собрали 5 миллионов 335 тысяч тонн зерна. Около миллиона закупают другие регионы и интервенционный фонд, своеобразный госзапас. Внутренние потребности 3 миллиона 200 тысяч. И большая часть идет на животноводство. Сельхозник, сельчанин, он всегда определенный запас должен иметь. И по кормам животноводства год мы на 1 год обычно с запасом выходили. Ну, что такое 1 миллион тонн зерна для республики? Это не так много. Значит, особенно по нашему району у нас у инвесторов есть птицеводство, которое потребляет большое количество выращенного зерна нами. Значит, и, конечно же, наверное, один из путей, значит, это животноводство. Вот поэтому у нас по району, как такового, значит, большого вопроса по части реализации нет. Наибольшее падение цен наблюдается как раз на кормовые культуры и сорта, но и в молочном производстве излишки, фермеры и личные хозяйства оказались в затруднении. Куда деть молоко? Тот урожай, который в 2022 году мы, будем говорить, добыли, вырастили, она на сегодняшний день не востребован. На 3 февраля у фермеров в закромах было зерна на 6 миллиардов рублей. Сейчас, конечно, меньше стало, но, тем не менее, зерно не продается. К этому сейчас добавилось и то, что цена на молоко катастрофически идет вниз. Каждый месяц сельхозтоваропроизводители теряли 10 дней тому назад по 200 миллионов. Сейчас уже теряем мы каждый месяц по 900 миллионов рублей. И поэтому какой настрой должен быть у крестьян? Сеять, не сеять, скот держать, не держать. Каким будет хлеб в этом году, как будут меняться цены, конечно, спрогнозировать трудно. Что точно известно, отработанные механизмы поддержки работают на перспективу урожая. Мера поддержки на зерно из-за низких цен, тоже федеральным центром поддержка оказана. В прошлом году было просубсидировано 1 миллион тонн зерна. Урожая 2022 года по средней ставке 1300 рублей за тонну. С текущего года ставка субсидирования рассчитывается с учетом коэффициента страхования. В случае страхования реализованного урожая ставка сохраняется в размере 2000 рублей за тонну. В случае отсутствия страхования применяется коэффициент 0,7 и ставка субсидирования равняется 1400 рублей за тонну. Это то, о чем Минсельхоз уже несколько лет говорит. Вот уже начали применять именно коэффициенты для тех, кто застрахован, и для тех, кто снижающие коэффициенты, кто не застрахован.
Посевные работы на полях продолжаются и днем, и ночью, ведь закладка урожая с надеждой на никак не меньше, чем в предыдущий год, залог общей продовольственной безопасности. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней. Апрель в этом году не устает удивлять сюрпризами. Раньше срока из-за жаркой погоды проснулись и опасные клещи, разносчики энцефалита. В Татарстане количество пострадавших от клещей за неделю выросло в 3 раза. Уже более 300 татарстанцев обратились к врачам после укусов. В этом году санитарные врачи ожидают и роста количества заразившихся геморрагической лихорадкой. В народе ее называют мышиной. Так же, как и с клещами, зона опасности дачи. Дачный сезон – это встреча с грядками, домом и грызунами. По статистике, каждый 5-й клещ и каждый 4-й грызун заражены опасными для человека инфекциями. Каждый год от 4 до 8 тысяч российских садоводов уезжают с участка на скорой с диагнозом мышиная лихорадка. Вирус очень живуч, может месяцами жить вне живых клеток, например, в пыли. Для заражения достаточно одного прикосновения или вдоха. С начала этого года в Татарстане зарегистрирован 91 случай заражения мышиной лихорадкой. Как отличить ее от простуды и можно ли обезопасить себя заранее? Диляра Юсупова подробнее. Лес, рыбалка, огород – вот самые опасные красные зоны клещевого энцефалита. На самом деле то миф. Подцепить кровососа можно почти где угодно. Пошел в парк, поймал клеща. Стандартная ситуация, особенно с детьми. В Набережных Челнах, в Камском медцентре по укусам детей просто рекорд. Более 20 человек с начала сезона. Там все обработали, прививку сделали. Мы там посидели минут 15. И потом поехали домой. Все. Укусы клеща коварны, они почти безболезненны, их тяжело заметить, поэтому довольно просто запустить начало заболевания. Сейчас известно, что каждый 5-й клещ переносит вирус боррелиоза, а 3% – энцефалит. К сожалению, у нас завозы ежегодно встречаются на территории Республики Татарстан. Это жители, которые находятся в эндемичных территориях. Это Дальний Восток, это Пермский край. То есть оттуда приезжают уже, так скажем, с готовой инфекцией, с готовым клещевым энцефалитом. Ну, где-то в среднем 3-4 случая в год мы регистрируем. На сегодня у нас уже 324 укуса. Присасывание клещей населения. В основном это крупные города, это Челны, это Нижнекамск, Альметьевск и город Казань. Причина проста. Ранняя весна. На охоту клещи вышли уже в марте, при начале сезона в апреле. И это только начало. Клещи активны до самых заморозков. Травинки, валежники. Клещи живут не на деревьях, а в траве или кустарниках. Так что именно в таком, казалось бы, идеальном месте для пикника нужно быть осторожным. Чтобы максимально обезопасить себя, нужно в первую очередь одеться как следует. Одежда должна быть светлой, так клеща легче обнаружить. Рукава должны быть максимально приближены к телу. Брюки лучше вообще заправить в обувь или даже в носки. Шею и голову тоже желательно прикрыть. Да, это, конечно, жарко, но риск быть укушенным гораздо меньше. Сухо и безветренно – это значит, пора на обработку. Защитный костюм и специальный препарат. Он должен осесть на растениях. Через 3 дня проверка на тех, кто выжил. После проведенной обработки проводится через 3-5 дней проводится контроль эффективности данных мероприятий. Посещение данного места после обработки не рекомендуется в течение первых 2 часов. Если все же произошла неприятность, нужно действовать оперативно. Можно попробовать вытащить самим. Есть шанс, что инфекция не успеет попасть в кровь. Клеща на исследование лучше сдать живым, а через 2 недели вам самим сдать анализы на инфекции. Ведь последствия укуса самые разные. Поражение внутренних органов, паралич, инвалидность. Сначала вы ничего не почувствуете, но потом... Здесь есть такие симптомы, как сильная головная боль, может быть тошнота, рвота и могут появиться мышечные боли. То есть это должно уже насторожить в плане клещевого энцефалита. Если мы думаем о клещевом боррелиозе, лайм-боррелиозе, то на месте укуса возникает покраснение. Дальше это покраснение бледнеет в центре, а участок покраснения увеличивается по краям. Это называется мигрирующая эритема. То есть это первый симптом лайм-боррелиоза.
Дезинфекция не только от клещей, но и от грызунов. Вспышка мышиной лихорадки с почечным синдромом. Вирусная инфекция, которая настигла уже 91 человека в Татарстане. Переносчики – только грызуны. Причем контакт с ними не нужен. Мыши повсюду оставляют свои следы. Заразиться можно при вдыхании пыли с частицами вируса. В садовых обществах сейчас глаз да глаз, чтобы ни одна мышь не проскочила. Мы заключили договор с санэпидемстанцией. Они нам привозят весной и осенью пакетики с отравой. Желающие садоводы всегда берут их и раскладывают на своих участках. Теплая зима и большие сугробы в ее период. Это значит, количество мышей увеличилось где-то в 2, где-то в 3 раза. По мнению специалистов, каждая 5-я мышь инфицирована. Вирус коварен, заразиться легко, да симптомы уж больно незаметные. Начало болезни похоже на обычную простуду, но потом появляются осложнения. Начинается с того, что появляются такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечная боль, ломота в теле. То есть с первых дней невозможно распознать, это действительно мышиная лихорадка или это какие-либо клещевые инфекции. Нужно обязательно обратиться к врачу, потому что сами распознать вы вряд ли это сможете. Симптомы будут как ОРВИ, но в дальнейшем присоединяются такие симптомы, как кровотечение, это могут быть носовые кровотечения, дальше может появиться боль в пояснице, нарушение зрения, сетка, туман перед глазами, может появиться конъюнктивит, это красные глаза, склерит, и может потемнеть моча, боль в пояснице появиться. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя, нужно обязательно обратиться в медицинское учреждение. Если вы после зимы на дачном участке будете убираться, обязательно респиратор, даже не маска, а лучше, конечно же, респиратор. Это резиновые перчатки, если это уборка, да, это специальная спецодежда, и обязательно нужно провести влажную уборку, то есть не пылить щеткой или метлой, да, чтобы вот не взмучивать вот эту вот пыль, а именно влажную уборку с ДЭС-средством, то есть это обычное хлорсодержащее средство. Рассчитывать на везение врачи не советуют. На земле не сидеть, руки мыть. Работать в саду только в перчатках и в маске. И все. Никакой прививки от мышиной лихорадки не существует, которой, кстати, можно обезопасить себя от клещей. Правда, делать первую вакцину нужно в октябре. Об этом многие забывают. В некоторых российских регионах уже открывают дополнительные кабинеты по приему укушенных. Чтобы не рисковать, следует помнить простые правила и быть начеку и в лесу, и в городских парках. Ведь до поздней осени, когда клещи и мыши уходят в спячку, еще далеко. Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Сегодня настало то время, которое призывает, просто обязывает нас подумать о том, что нас по-настоящему вечно. У нас у каждого есть шанс еще раз подумать над всем, что мы, кто мы, чем мы занимаемся, как мы относимся вообще к людям, к ближним. Праздников праздник. Православные отмечают главный христианский праздник – Воскресение Господне. В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан открылась выставка, посвященная Тимуру Акулову. 25 апреля ему исполнилось бы 70 лет. Он ушел из жизни в 2018-м. Дипломат и советник первого президента, стал основателем Татарстанского внешнеполитического ведомства. В церемонии открытия выставки приняли участие государственный советник Ментимир Шаймиев и руководитель администрации Раиса Татарстана Азгат Сафаров. Рустам Минниханов встретился с генеральным директором агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой. Раис Татарстана вручил ей благодарность за плодотворное сотрудничество с Татарстаном и вклад в реализацию совместных проектов. Обсудили повышение инвестиционной привлекательности республики. Как поддержать малый и средний бизнес, говорили на неделе в Казани. По поручению президента Владимира Путина агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс проводят конкурс брендов, поучаствовать в котором могут региональные компании. Достаточно подать заявку через интернет до 26 апреля. Подробности были озвучены на встрече главы ОСИ Светланы Чупшевой с предпринимателями. Также в Казани был дан старт форуму «Алга. Поехали!», который собрал более 1000 детей Всероссийского движения первых. Мероприятие посетили Рустам Минниханов и Светлана Чупшева. Рустам Минниханов в Казани посетил первую музыкальную школу имени Петра Чайковского. Раис республики ознакомился с учебными программами, осмотрел концертные и малые залы, посетил интерактивный музей. Каждый год школа выпускает 80 музыкантов, многие из которых поступают в специальные учебные заведения культуры и искусства. Рустам Минниханов находился с двухдневным рабочим визитом в Республике Беларусь. В Минске Рустам Минниханов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как отметил глава союзного государства, он всегда рад видеть делегацию Татарстана. На встрече обсудили расширение сотрудничества по целому ряду направлений, прежде всего в экономике. Как отметили, совместный товарооборот может вырасти в 2 раза до $2 миллиардов.
Также в Минске Раис Татарстана встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Беларуси Борисом Грызловым. Как отметили, сотрудничество России и Беларуси продолжает развиваться на принципах открытости, равенства и взаимного уважения. Татарстан способствует укреплению российско-белорусских отношений. Вопросы сотрудничества и расширения товарооборота Рустам Минниханов обсудил с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Как рассказали на встрече, белорусские строители принимают активное участие в строительстве трассы Шалли-Бавлы. Рустам Минниханов обозначил заинтересованность в поставках продукции крупных промышленных компаний. В Беларуси Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных объединений. Сегодня здесь проживает около 8 тысяч наших соотечественников. Вдали от родины они сохраняют традиции татарского народа, проводят национальные праздники, говорят на родном языке. В Минске Рустам Минниханов ознакомился с работой промышленных предприятий. Компания «Адвин» занимается разработкой технологий в области цифровой визуализации медицинского рентгеновского изображения. Модельный ряд насчитывает более 60 наименований. Рустам Минниханов осмотрел производственные мощности, ознакомился с географией поставок и новыми разработками. Участники кадрового резерва Раиса Республики представили Рустаму Минниханову свои инициативы по социально-экономическому развитию Татарстана. Это проекты в сфере цифровизации отдельных отраслей, развития АПК, здравоохранения, социального направления, комплексного развития территорий. Ватерполисты казанского «Синтеза» выиграли серебро чемпионата России по водному поло, который завершился на днях в Волгограде. В финале наши ребята достойно сражались с многократным чемпионом страны волгоградским «Спартаком». Это еще одна престижная награда в общую копилку татарстанского спорта в этом году. В пятницу вечером не стало нашего друга, нашего коллеги и единомышленника, талантливого человека Эдуарда Хайруллина. Я помню, как принимал его на работу в программу «Город» телекомпании «Эфир» после окончания университета. Как он сразу полюбился нашим телезрителям за безупречный стиль, эрудицию, природную открытость и обаяние. Казалось, в него были влюблены все девушки Казани. И было за что. Он работал и с обкором программы «Время», и руководителем пресс-службы президента Татарстана, и заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», и всегда находил время для изучения истории родного города, своих знаменитых соотечественников. Он сам водил экскурсии по Казани, где поражал всех эрудицией, искренней любовью к родине, эксклюзивными фактами истории родного края. Эдуард Хайруллин всегда был образцом честности и порядочности журналиста, человека и профессионала. Мы все переживаем горькую утрату. Безвременная кончина делает ее еще тяжелее. Искреннее соболезнование всем родным и близким Эдуарда. Урны Ижмахта болсын. Продолжается священный месяц Рамазан. Мы просто обязаны наполнить это время великим смыслом. И пост, если вдуматься, нам здорово помогает. Не зря говорят, что ураза, помимо всего прочего, это еще и уникальный шанс облагородить свой нрав, побороть вредные привычки, укротить свое эго. Ну и, конечно, это еще и время для совершения добрых поступков. А духовные наставники нам напоминают, что в Рамазан награды за добрые деяния по милости Аллаха увеличиваются многократно. Такую возможность он дает нам лишь раз в год. 15 апреля на площадке Казань-Экспо мусульмане Татарстана провели самое массовое разговение в республике. Больше 11 тысяч человек от простого прихожанина до раиса республики общались, читали коллективный намаз и ели одну и ту же пищу. О том, как это было, Тимур Бекмурзин. Священный месяц Рамадан – время совершения добрых поступков, благих дел. Мусульмане держат пост, уразу, отказываются от вредных привычек. Это время внутреннего очищения, но самое интересное, что и все снаружи, вокруг тебя становится более ухоженным, красивым, благопристойным, как, например, вот эта улица в центре Казани. Красота вокруг и внутри еще больше подвигает тебя к благим намерениям и поступкам, говорят сами мусульмане. Рамадан – месяц добра и милосердия. Его можно проявлять по-разному, милосердие. Оно и в доброй улыбке прохожему, и в помощи родителям по дому, и в подарках для детей.
А если правомерному трудно разобраться, куда и кому жертвовать, поможет наше духовное управление мусульман и фонд «Закят», который проводит традиционный благотворительный марафон «Рамадан. Месяц добрых дел». За 3 недели мы успели обеспечить продовольствием 400 семей по республике из 500 заявленных. Далее мы провели более 20 ифтаров в мечетях и медресе от имени благотворительного фонда «Закат» для более чем 2000 постящихся мусульман. И самое главное, из 20 ребятишек с различными диагнозами мы уже собрали средства на лечение 13 из них. И из 20 взрослых, которым мы обещали помочь в этот месяц, сегодня мы уже готовы помочь 13. Еще один достаточно креативный подарок горожанам в священный месяц – бесплатный автобус в Казани. Пока один автобус на одном самом продолжительном маршруте и на один день, зато сколько благодарности и приятных эмоций. Приятная и добрая примета Рамадана в Татарстане – это и благотворительные ифтары. Их проводят с первого дня священного месяца и до его окончания. Кульминация – республиканский ифтар на Казань-Экспо, куда съезжаются мусульмане со всех районов и городов Татарстана и даже гости из соседних республик и зарубежных стран. Для кого-то, как для Сирина Саберзянова, это 6-й по счету большой ифтар, и ему есть чем сравнивать. Каждый год, значит, организаторы делают ифтар лучше и лучше. Вот. Огромная благодарность всем волонтерам, всем организаторам, кто это организовал. А кто-то впервые на столь масштабном празднике немного волнуется, как Ранили из Балтасинского района, но старается ловить каждый миг, каждый эпизод этого незабываемого действа. Я особо не хожу на такое мероприятие, но мне очень понравилось. А что понравилось больше всего? Ну, оформление, само, как люди сами нас принимают. Я на республиканском ифтаре впервые. Впечатление, незабываемое, такое крупное масштабное мероприятие, столько всего интересного здесь происходит, да и в целом для меня это такой новый опыт, я еще никогда не была на таком крупном ифтаре. Здесь такая дружелюбная атмосфера, очень много людей встретила, и знакомых, и одноклассников, и соседних деревень, и своей деревни. Все мусульмане вместе собираются, это очень даже хорошо. Барсарайбек. Аллах, альхамдулиллах. Люди приходят, для них это праздник. Они красиво одеваются, они встречаются с родными, они хорошо проводят время. То есть здесь я считаю, что это мероприятие оно такое знаковое в нашей республике. Организаторы республиканского ифтара постарались сделать пребывание гостей максимально комфортным, удобным и интересным. Для этого на площадке Казань-Экспо были задействованы несколько зон активностей, где желающие могли сфотографироваться, посетить халяль-маркет, посмотреть моноспектакль «Дарвиш» в исполнении художественного руководителя Буинского театра Раиля Садриева. А кто-то проводил время в неспешных и приятных беседах с друзьями и знакомыми, например, о пользе уразы, которая с каждым днем еще больше приближает нас к Всевышнему. В этом году мы, слава Аллаху, с радостью встречаем каждый ифтар. Сама я приобрела терпение и силу. Мои дети стараются уразу держать. Даже младший сын, он в 6 классе, полдня держит. И папа ни один день не пропускает, а ему уже 85. Ураза – это в первую очередь воспитание нашей души, напоминает муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. Всевышний Аллах испытывает нашу веру посредством долгого воздержания от еды и питья. Аллах все видит, обмануть его и обмануть себя невозможно. Можно на словах сказать, что я пощусь, но зайти на кухню, попить воды, и никто не видит, кроме Аллаха. Это между Господом и тобой поклонение. Поэтому в хадисе говорится «Ва ана аджзи бихи», то есть «Саумули», ураза делается только для меня, и я сам дам за нее награду, говорит Господь. Поэтому есть очень много наставлений, есть очень много уроков. Как я часто говорил, что, например, человек понимает вкус воды по-другому, понимает ценность хлеба, понимает состояние бедных людей. Весьма символично, что 11-й по счету республиканский ифтар собрал на площадке Казань-Экспо 11 тысяч человек. И массовое разговение пройдет как раз-таки в этом зале. Стол достаточно богатый, здесь и выпечка, и фрукты, и овощи, лимонад, конечно же, финики. Ну и фишка вот этого стола, республиканского ифтара, посуда, она произведена из экологически чистого материала. Для кого-то приятное времяпрепровождение, а для кого-то еще и непростая работа. Чтобы ифтар прошел почти идеально, эти парни и девушки трудятся, не щадя сил и времени. Для Тимура Ахметова это 9-й по счету республиканский ифтар. Начинал волонтером, сейчас координатор, он отвечает за свой довольно внушительный сектор.
Ответственность на себя, то есть вот на мне, например, 90 волонтеров. И то есть я должен сделать, и у меня 1605 человек на моем секторе, я должен все накрыть. Это очень как бы эмоционально выматывает, конечно, но альхамдулилля, все хорошо. В этом году в проведении республиканского ифтара помогали не только добровольцы из Татарстана, но и из Москвы, Уфы, Тюмени, Йошкар-Олы и других городов России. С удовольствием поработал на ифтаре студент энергоуниверситета Махмуд Баюми из Египта. Я вот почему люблю Казань, Татарстан, из-за всего этих мероприятий, из-за того, что много шансов для молодежи, вот, просто все открыто, все хорошо, президент пресс идет и сидит, кушает с людьми, это очень большое значение и показывает очень хорошие многие вещи. Сколько бы лет подряд не проходил республиканский ифтар, момент коллективной молитвы всегда вызывает особый трепет, когда в огромном зале для намаза собрались тысячи людей от мала до велика, и никому не было дела до титулов и статусов. Раис Татарстана, муфти республики, зарубежные политики, простые граждане молились вместе, складывая руки в молитве и преклоняя колени перед Всевышним. А затем наступило время для массового разговения. Многотысячная людская река хлынула в павильон для ифтара. Мы знаем, что последняя декада Рамадана – это освобождение от огня. Конечно, я желаю людям, чтобы их поклонение было принято, чтобы Всевышний Аллах был нами доволен, ибо в рай человек попадает не по количеству савабов, по количеству своих наград, а в первую очередь по милости Всевышнего Аллаха. Если Он будет нами доволен, если Он проявит к нам свою милость, то мы будем в успехе. Поэтому пусть Всевышний Аллах примет наше поклонение, даст нам тауфик, успех поклоняться дальше и заработать довольство Всевышнего Аллаха. Тимур Бекмурзин и Дмитрий Шлемин. 7 дней. Сегодня православные всего мира отмечают главный христианский праздник – Воскресение Господне. Праздников праздник, так верующие именуют этот день. Всех православных поздравил президент моего сердца Раис Республики Рустам Минниханов. В частности, там есть такие слова. Пасхальные торжества неизменно пробуждают в людях самые высокие, благородные чувства. Праздник Воскресения Христова олицетворяет собой стремление к духовному совершенствованию, идеалам добра и справедливости. Сегодня православные верующие ощущают свою сопричастность к тысячелетним традициям христианства, нашей общей великой истории, проникаются уважением к незыблемым нравственным ценностям и обычаям предков. В столь сложное время, которое переживает сегодня Россия, важно беречь и сохранять веру, приумножать в сердцах людей надежду на лучшее будущее, укреплять в обществе идеалы взаимоуважения и милосердия, подчеркнул Раис Татарстана. Татьяна Тимошенко встретилась с людьми разных профессий, для которых эти идеалы стали правилом жизни. Делаем мы краску из натуральных пигментов. На языке иконописца называют творец. Зеленый цвет в иконописи – цвет надежды, цвет вечной жизни. Краски на той же самой основе природных минералов, как и века назад. Лазурита, малахита, но самая стойкая, дающая внутренний свет – киноварь. Вареная ртуть, вышедшая из вулкана, своим цветом напоминающая кровь. Такие краски, они существуют веками. То есть они не подвержены солнечному воздействию. Мы растираем до такого состояния, чтобы мы не слышали звука, чтобы было похоже на масло. Матушка Наталья, художница, иконописец, преподаватель. Сейчас в мастерской «Тихо» группа учеников соберутся после празднования Пасхи. Приходят люди мирские, каждый год около 10 человек, но остаются не все. К концу года может остаться 3-4 человека. Все равно есть какой-то естественный отбор. Но кто этим начинает, можно сказать, болеть, то есть он это принимает, потом он это продолжает делать все оставшиеся годы. Некоторые студенты у меня уезжали, заканчивали лавру, сейчас расписывают храмы в России.
Евгений Нефедьев – профессиональный иконописец. Приехал из Мариэл. Работа хоть и срочная, но неторопливая. Создание иконы – процесс уникальный, хоть и ограничен канонами, но очень творческий. Ведь иконописец – посредник, воплощающий неземное в зримых образах. Можно и всю жизнь учиться, наверное, так я скажу. Потому что все равно что-то же новое, ну, ты узнаешь. То есть, там, я не знаю, от простого к сложному. Когда-то Казанская школа иконописи совершенно особенная, была знаменита и имела влияние на все Поволжье. Но во времена неверия техника была утрачена. Но то, что мастерские находятся в Воскресенском, Ново-Иерусалимском подворье, наверное, не случайно. Здесь грезят о ее возрождении. Если мы сейчас в окно посмотрим, мы увидим какие-то признаки Пасхи? Ну, признаки Пасхи не столько мы увидим, сколько ощутим. Потому что вот эта вибрация, это ощущение, эти волны сердечной чуткости, они обостряются в этот момент, в тот момент, когда нам явлена доброта и такое расположение, что мы ежегодно можем сердцем очень близко почувствовать, даже, может быть, больше сердцем, чем умом, тот момент победы над смертью. Это краеугольный вопрос тайны мироздания и тайны, собственно говоря, и смысла человеческой жизни. В студии одного из самых известных архитекторов, дизайнеров Марселя Искандарова тоже говорим о пути и о творчестве. Не столько художника, а скорее каждого человека. Мы обретаем полноту, то есть счастье жизни, когда мы творим. И в этом мы уподобляемся Богу. Люди, которые... Мы все обретаем полноту жизни, так или иначе, становясь творцами чего-либо. Это не обязательно что-то материальное. Сам процесс нашей жизни, общения – это тоже процесс творчества. Как пахнет, а? По канонам церкви Пасха должна прийти в каждый дом. И один из ее символов – пасхальный хлеб. Сдобный, сладкий, дающий утешение и надежду. Митрополит Казанский и Татарстанский накануне праздника осветил куличи на большом производстве, третьем хлебозаводе. Часть освященных куличей будет направлена в службу помощи нуждающимся. Утешение и помощь всем приходящим от Раивского монастыря теперь организовано в Зеленодольске. Горячие обеды готовят тут же, на полевой кухне в огромном казане по особому рецепту с овощами и приправами на освященной воде. Накануне праздника напоминаю, что от радости все что угодно совершить можно. Сейчас пойдем? Да, с наступающим праздником. Мы тоже говорим, то есть берите с собой, передавайте нуждающимся соседям, пожилым. То есть это какая-то частичка благого дела вот, от своей души. Ты уже как бы приносишь в дом, не знаю, вот человеку приносишь радость. У нас у каждого есть шанс еще раз подумать над тем, что мы, кто мы, чем мы занимаемся, как мы относимся вообще к людям, к ближним. И еще дает нам возможность, ну, как бы Господь же говорит, призывать грешников, то есть в первую очередь. И Пасха – это светлое, это радостное событие у каждого в жизни. И когда Пасха проходит, и все равно вот это вот остается на следующий, как бы, на следующий этап твоей жизни. Этим провозглашением верующие сегодня поздравляют друг друга. Праздник праздников наступил. Во всех церквях, больших и малых, сегодня звучит радостный колокольный звон. Сегодня настало то время, которое призывает, просто обязывает нас подумать о том, что нас по-настоящему вечно. Я всех вас поздравляю со светлым Христовым воскресением. Желаю всем настоящей радости пасхальной. Пусть страхи мира всего отойдут в сторону, а мы с вами почувствуем в своем сердце, в своей душе настоящую радость от того, что Господь воскрес из мертвых, смертью и смерть поправ. С сегодняшнего дня по церковной традиции каждый верующий, поднявшись на колокольню, может возвестить о торжестве. Вся предстоящая неделя, Светлая Седмица, должна быть наполнена радостью общения и дарением. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней. Великая Пасха, а по соседству многотысячный ифтар. Согласитесь, такое можно увидеть только в Татарстане, где реализуется образцовая модель межнационального мира и согласия. Мы начали эту программу со спортивных достижений и закончим темой спорта. Хоккейный «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина. Это просто чудо.
А ведь звездный тренер Олег Знарок в середине сезона оставил нам дымящиеся от поражений развалины командой с угрозой непопадания в зону плей-офф, с конфликтами в раздевалке и отсутствием внятной игры. Но пришел великий мастер Беллидинов Зинатулла Хайдарович, поистине Талсумща бил, волшебник бил и освободил дремавшую первобытную энергию Радулова, разглядел необходимые команде таланты у молодых игроков Воронкова и Сафонова, огранил команду в сияющий твердый алмаз и вернул в Казань Нику, капризную богиню победы. Я лично смотрел несколько раз третий матч серии с омским «Авангардом», когда, проигрывая по ходу встречи 2-0, Акбарс в который раз сравнял счет и вновь забросил победную шайбу в овертайме. И поражался работе тренера. Беллидинов настраивает команду перед каждым матчем как музыкальный инструмент. Ищет и находит сильные арпеджио игроков и не ослабляет настройку до финального победного аккорда. Это уже был не только хоккей, это, если хотите, каждый раз спектакль, драма с валидольным действием и счастливым финалом. Тут еще Белову досталось. Вновь бросок с острого угла. Шипачев разглядел шайбу и забил. Вадим Шипачев отправляет Акбарс в финал Кубка Гагарина. Относительно свежие кадры победной шайбы Вадима Шипачева «Авангарду» в овертайме сегодня уже история для Акбарса, который уже трижды брал Кубок Гагарина, еще один раз играл в финале, но проиграл, завоевал все возможные титулы в российском и европейском хоккее. Это все же особый момент. Еще раз повторимся, историческая победа в финале конференции Востока и выход в финал Кубка Гагарина. До этого на протяжении нескольких сезонов подряд нам никак не удавалось дойти до этой стадии, что для такого топ-клуба, как Акбарс, его болельщиков было, конечно, неприемлемо, обидно, если хотите. Но что поделаешь, когда на пути к заветной цели всегда стоял неуступчивый и мощный «Авангард». Вот и в этот раз, хотя на бумаге Казань считалась, по крайней мере, не слабее, многие эксперты называли главные преимущества Омска. Сильные исполнители-легионеры, высокая командная скорость, сильное большинство. Под натиском мячей потухла Сибирь 4-1 и была буквально раздавлена «Магнитка», в то время как Акбарс с трудом пробивал дорогу в финал конференции, вырывая победы в овертаймах, сначала с «Нефтехимиком», потом с «Адмиралом». Я наблюдал за пабликами среди болельщиков, там было много паники и испуга, мол, ястребы, такая мощь. И очень мало кто замечал, а я это следил по пабликам, то, что говорил Билл в этих всех предыдущих сериях. Ведь мы сейчас исправляем, находим и исправляем наши ошибки. Мы работаем над ошибками. И когда начался этот финал, Акбарс пристал той командой, которую хотели видеть все мы, знающие и умеющие, как побеждать. И если бы не было в первом раунде у нас «Нефтехимика», я думаю, что встретим мы такое же сопротивление от «Адмирала», как мы встретили, мы бы не факт прошли, потому что «Адмирал» был просто сумасшедше задействован. Поэтому вот эти два раунда, я считаю, помогли нам обыграть «Авангард», с которым у нас не всегда хорошо складывалось именно в матчах на выбывание. «Авангард», проиграв два матча, сведя в счете 2-0, и проигрывая эти матчи в овертайме, я думаю, наверное, вот это вот их, наверное, надломило. И первый раз, и второй раз. Поэтому, да, может быть, они были чуть побыстрее, но за счет вот этого хладнокровия и спокойствия в обороне Акбарс, я думаю, что очень... Поэтому, в принципе, и прошел. Сейчас абсолютно команда, которая каждый один за всех и все за одного. Вот это видно. Это видно по игре, это видно на скамейке, это видно вот в тренерском, ну, это полностью. И даже, наверное, в раздевалке это, ну, когда мелкие моменты показывают. А именно команда, которая друг за друга. То, что сейчас замечают и выделяют эксперты, болельщики Акбарса, особую слаженность команды, ее духовитость, атмосферу в раздевалке в середине сезона были под большим вопросом. О финале тогда даже не помышляли, попасть бы в плей-офф. И если уступить, то уступить достойно. При Знарке в команде были группировки, так называемые Шипачевские, Радуловские. Об этом многие писали, и это на самом деле очень близко к правде. То есть информация просачивается, это наша работа, я могу сказать, что это действительно правда. Вот. А при Беллидинове, стоит Беллидинову просто зайти в раздевалку, первый раз, когда его представили,
У всех, и у Шипачева, и у Радулова, и у Воинова, у них уже нету никакого выбора, кроме как подчиняться. Они понимают, что они ничего не могут сказать этому тренеру. Такой запоминающийся сезон от слез горьких и хватания за голову, да, до уверенного взгляда вперед. И мы не боимся финалиста, то есть соперника по финалу, был бы это СКА или, как теперь уже известно, Центральный спортивный клуб армии. Как обреталась эта уверенность по ходу чемпионата в тяжелейших и изнурительных сериях на выбывание, все это мы теперь знаем и видели. Ключевым фактором, конечно, стало возвращение Зиннатуллы Беллидинова на тренерский мостик. И хотя ситуация была критической, главный тренер сразу дал понять, ни о каком достойном завершении сезона не говорим, только честный труд с прицелом на самые высокие задачи, то есть Кубок Гагарина. А ситуация решаемая. Спасибо за доверие. Ситуация такая непростая, но она решаемая. Как Зиннатулла Хайдарович вступил на пост, все, максимальное внутреннее умиротворение. И у меня вот ровно те же самые ощущения, что и сезон 17-18. Я был в начале сезона уверен, что Кубок будет наш. Сейчас то же самое ощущение. Он говорит простые вещи, говорит: ребята, мы должны все как один работать. Или это его знаменитая фраза после чемпионства 2018 года: только честный труд нас привел к этому кубку. Он говорит простые вещи, но они заряжают, и они за него хочется бороться, на него смотришь и чувствуешь вот этот авторитет. Ну вы молодцы, вытащили все из себя и сделали результат. Мы сейчас в финале играем, ребят. Правильно поймите, в финале играем. И все у нас сейчас впереди, мужики, с победой! Банальные слова. Там: ребята, мы в финале, мы в финале. Это обычные слова, но ты их слушаешь, и с такой мотивацией ты понимаешь, что да, действительно. Потом переслушаешь, думаешь, ну да, мы в финале, а что тут непонятно? Но когда это говорит Зиннатулла Хайдарович, ты заряжаешься максимально. Ты сам уже прям хочешь даже через камеру вылезти, начать прям убивать все на свете, всех, лишь бы кубок принести. Тут бьешься за тренера, за клуб. Он вот как-то заставляет тебя быть большим патриотом. Он никогда бороду не отращивал. Всегда чисто выбрит, аккуратно одет. Вот, то есть всегда корректен, всегда сначала выслушает, потом начинает отвечать, улыбается, как бы ему, может, хреново не было на душе. То есть он своего рода такой хоккейный политик, что ли, если так можно выразиться. А ведь поймите ситуацию, когда в команде у тебя 30 мужиков, и с каждым найти надо общий язык, а если они еще каждый себе звезда, или, по крайней мере, там, претендуют на звездность, это еще возрастает, ведь надо находить каждому подход. В современном сейчас, да, тренерском цехе обычно главный тренер — это больше психолог, наверное, да, там помощники — это больше тактические такие тренеры. А Зиннатулла Хайдарович в себе сочетает все вместе. Он и тактик, он и психолог, он умеет пообщаться, он умеет в нужное время в игре что-то поменять. Поэтому я думаю, что это все заслуженно было. Дисциплина спасет все. Он это видел всегда. И дисциплина спасла все. Мне так кажется, только так. То есть и его уверенность, его требовательность прежде всего к себе просто передалась тем людям, которые собрались в этом сезоне в Акбарсе. Финал будет отменный. Отменный. И все решится в тренерской дуэли. Это безумно интересно. Сейчас в финале нас ждет такая же дисциплинированная и системная команда ЦСКА. Акбарск к противостоянию готов. Все игроки и тренерский штаб работают сосредоточенно и вдумчиво. Финал это круто. Это все, ради чего мы пришли в хоккей когда-то. Ради таких матчей, ради вот этих матчей за кубок. Вся команда работает дружно, с хорошей отдачей, с пониманием. Это самое главное. Мы подготовились и физически, и отдохнули. Все нормально. Будет интересная серия. У них очень слаженная, сильная команда, хорошие исполнители. В принципе, все на высоком уровне и без каких-то слабых мест. И будем стараться обыграть
и привезти кубок сюда, к нам, в Татарстан. Серия стартует в Казани 17 апреля. Это будет эпическая битва двух сильнейших команд лиги, в которой мы будем болеть за Акбарс и за красивый хоккей. Тимур Бекмурзин и Дмитрий Шлемин. 7 дней. Я, честно говоря, не крутой спортивный специалист. Я не знаю, как сложится финальная серия с красной машиной ЦСКА. Просто хочу сказать уже сегодня и Зинатулле Хайдаровичу, и всей команде Акбарс спасибо от всех болельщиков за это чудо преображения, за те счастливые минуты, когда мы забывали о всех проблемах и горестях дня сегодняшнего и радовались успехам любимой команды. Это так нужно всем нам сегодня. Конечно, пожелаем нашей команде новых побед в предстоящих встречах, ведь очень хочется, чтобы чудо продолжалось вечно. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Барагызгада иң изге теләкләр. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Апрель перешагнул свой экватор. Первые недели месяца были небогаты на осадки, а температура радовала своими значениями. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана неделя начнется с солнечной погоды и около 12 градусов тепла. Местами облачно, а в конце недели дожди немного пропитают землю для расцвета настоящей весны и около 10 градусов тепла. На юго-востоке Татарстана неделя будет преимущественно облачной, с температурными значениями от 9 до 14 градусов тепла. А в понедельник выглянет солнце, ближе к выходным местами ожидаются дожди. В центре республики аналогичная погода с переменной облачностью и небольшими осадками в виде дождя. Температура воздуха днем поднимется до 15 градусов со знаком плюс, а ночью значительно понизится от 3 до 5 тепла. На юго-западе Татарстана ожидаются дожди и немного порадует солнце. Дневная температура воздуха от 9 до 17 тепла, ночью около 4 градусов со знаком плюс. На северо-западе республики и столице Татарстана облачно, от 9 до 15 тепла. В понедельник солнечно, но местами дожди. Но это не страшно, достаем зонты и наслаждаемся погодой. С вами была Диана Азгар. Чудесных, ярких и солнечных вам дней!